Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «По сводкам ОМВД» и с вами Анастасия Горшкова. Сегодня мы поговорим на тему мошенничества. Мошенничество может подстерегать нас повсюду. Излишняя доверчивость и желание обывателя получить что-либо бесплатно – это верный путь к тому, чтобы быть обманутым. Бдительность, здравый смысл и осведомленность помогут не стать жертвой мошенников. Отдел МВД России по городу Канашу каждый день регистрирует заявления жителей о совершенном в отношении них мошенничестве. Уважаемые жители города, постарайтесь получать как можно больше информации из прессы и интернета о возможных способах обмана. Мошенники становятся все более изобретательными, однако их схемы быстро становятся известными. Ваша задача – вовремя узнавать о них. Не разглашайте без нужды личную информацию, не вводите номера карт, паспортные данные и адреса на сомнительных ресурсах, не копируйте и не отправляйте документы без тщательной проверки. Не перезванивайте по незнакомым номерам и не посылайте платных СМС-сообщений. Мобильные мошенники придумывают все более изощренные схемы, благодаря которым с вашего счета снимается внушительная сумма. Сотрудники полиции напоминают в очередной раз очень простое правило. Никому и никогда, ни под какими предлогами не называйте реквизиты банковской карты, ее номер, секретный трехзначный код и СМС-пароли. Если вас просят перевести деньги на безопасный счет, это мошенники. В случае сомнений обратитесь по телефону горячей линии, указанному на оборотной стороне карты. Сохраняйте здравый смысл в любой ситуации. Развивайте интуицию, которая может уберечь вас от мошенничества и других неприятных ситуаций. Нам угрожает беда. Это беда наркомания. Еще недавно вести о ней доходили до нас только из чужих стран. Теперь она пришла к нам и распространяется по законам эпидемии. Чаще всего употребление наркотических препаратов начинается в молодом возрасте. Основным мотивом, толкающим молодежь к наркотическому дурману, является любопытство и подражание. А сейчас это и легкий заработок денежных средств. Сотрудники полиции ОМВД России по городу Канашу просят обратить особое внимание родителей и подростков. Тема касается наркотиков, но не в привычном понимании этой проблемы, когда на запрещенные вещества подсаживают наших детей. Речь о том, как не попасть в капкан. Легкие деньги, быстро и без риска. Таких объявлений море в интернете. Наркотики раскладывают в маленьких пакетиках, а те, кому надо купить, знают, куда звонить и где искать. Это целая сеть. Расчет простой. Такими быстрыми и недорогими мальчиками на побегушках становятся школьники, многие из которых и не понимают, что бегают под статьей. За такое грозит реальный большой срок в колонии. Работать курьером всего пару часов в неделю и зарабатывать при этом до 50-100 тысяч рублей. Главное, не задавать лишних вопросов, что продаешь и кому. Такую подозрительную и привлекательную вакансию предлагают молодым людям. Многие относятся с недоверием, многие соглашаются, а некоторые категорически отказываются. Но в итоге каждый пятый отвечает на предложение. Сегодня рынок наркотический сильно изменился, в отличие от десятилетней давности. Еще недавно курьеры приходили и из рук в руки передавали наркотические средства. Сейчас это совсем не так. Это мальчики и девочки школьного возраста, любого социального статуса. Наркоклады прячут в лифтах, мусорных баках или прямо на детских площадках. Общение только в интернете. Отправляют клиентам координаты. Вроде увлекательно и прибыльно, однако живут на свободе закладчики обычно не дольше 2 месяцев. Наркоторговец, предлагая работу, не высовывая носа из подполья, рисует безоблачную жизнь, обещают некую защиту. Но на самом деле ни один курьер ее не получал. Кто только не попадает в этот ад. Вместо университета более 20 лет колонии. Если вам стало известно о фактах употребления или распространения наркотиков, убедительно просим сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Данные сообщения можно делать анонимно, без указания ваших данных. Отдел МВД России по городу Канашу проводит отбор граждан, отслуживших в Вооруженных силах Российской Федерации, для поступления на службу в органы внутренних дел на имеющиеся вакантные должности. Следователь, участковый уполномоченный полиции, оперуполномоченный отдела уголовного розыска, полицейский изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, полицейский патрульно-постовой службы полиции, помощник оперативного дежурного дежурной части, инспектор-кинолог. Необходимые требования:
Высокие морально-деловые качества, наличие среднего специального или высшего образования, служба в вооруженных силах Российской Федерации и отсутствие судимости. Принятые на службу в органы внутренних дел обеспечиваются ежегодной материальной помощью в размере 2 окладов денежного содержания. Основной отпуск достигает 30-45 календарных дней. Обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием, льготными путевками на санаторно-курортное лечение и в дома отдыха. Обеспечиваются ежемесячные выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений. Также возможностью бесплатного обучения в вузах системы МВД России. По вопросам трудоустройства просим обращаться по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, а также по телефону, который вы видите на экране. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова. Thank you.